Я искренне рада, что эта конференция, посвященная сохранению чувашского языка, проходит именно в Национальной библиотеке в год столетия образования чувашской автономии. И для меня, конечно, большая честь предоставить основных организаторов конференции. Это Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информации для всех» в России. Это Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, с кем мы очень долгие годы сотрудничаем и реализуем уже не первый наш проект. Высокий уровень организаторов, конечно же, и со стороны, я считаю, республики. Это Чувашский государственный институт образования, это Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Национальная библиотека, докладчиков из республик Карелия, Марий-Эл, Коми, Татарстан, Сахалинской области, городов Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург. Тема конференции, я считаю, очень актуальная и значимая. И проект «Мой родной язык»,
он важен не только для Чувашской республики, но и для всей России, потому что понимаем, что сохранение языка для каждого народа, язык – это носитель истории и культуры. Я с удовольствием хочу предоставить сейчас модераторов нашей конференции. Это Байкейкина Сергея Дмитриевича, директор Межрегионального центра библиотечного сотрудничества и заместителя председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информации для всех» и ректора Чувашского государственного института образования Исаева Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, для дальнейшего ведения нашей конференции я предоставляю слово вам, и я думаю, мы конференцию нашу открываем. Да. Поаплодировали друг другу и заулыбались. Это немножко снимет наше напряжение. Потом уже мы плавно войдем в рабочий ритм. Коллеги, Тималдана Пидибузыктау здесь якында килнежен. Пидибузыктау самахи галашан переханазыне мускау ханизем тада ыты регион зендигилне перентаван таван бегех шутлаган ебер шутлаган перехалых представитель день замбада пурнеди Пидибузыктау мажут папан тада Иран пирин сиримбе чагымбе эшлег алазотуза милледи булин резолюции ежинза хамравали милледи булин пызык планзем ежинмало будет поле. Коллеги, здесь собрались, я хочу представить наших коллег, которые здесь присутствуют в зале. Это представители культуры, в первую очередь, представители системы образования. Но надо сказать, что и выражаясь языком искусства, они в первую очередь являются своего рода антрепренерами продвижения, сохранения и развития своего родного языка. Поэтому я хочу в первую очередь их за это поблагодарить. И потом уже плавно перейдем к тем выступлениям, которые у нас запланированы, выступления наших высоких почетных гостей. Хочу предоставить слово министру культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики, опытному руководителю органов исполнительной власти Каликовой Светлане Анатольевне. Пожалуйста, Светлана Анатольевна. Да, микрофон? Небольшая поправка, Юрий Николаевич, все-таки пока исполняющий обязанности министра культуры, поэтому не будем забегать вперед. Хаклы Юлдашсем. Шин булмалавал, ирекле, телейле, щайк ирек пышланатвал, шаржинже, аджалых пулдыр лыпкада телейле. Шин үстер, ыр шандалых хүттинже. И Бахальдинмар Геннадий Айгин свинжен пишластерым паян Сиримбек Алажуна. Межен дезен Геннадий Айгивал Чуваш республикыне, Чуваш челгине, тенже шайне гларна. Вот манжут по пиринде Сиринбе перле тырышса шлизе, Чуваш челгине, тенже шайнже упразах вармала. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я буду говорить сейчас по-русски, потому что у нас очень много гостей из других регионов. И я действительно не случайно начала свое обращение к вам со строчек Геннадия Айги. Геннадий Айги – один из поэтов, который вывел чувашскую культуру, чувашский язык на мировой уровень. Мы знаем его как поэта, который писал стихи на чувашском языке. И он переводил стихи поэтов мировых. Это и Венгрия, и Франция на чувашский язык. Если говорить о роли государства в сохранении и развитии чувашского языка, я бы хотела отметить, несмотря на то, что нам есть над чем дальше работать, что в республике вообще очень большая работа проводится, чтобы это было. Начнем с того, что чувашский язык преподается практически во всех школах, и для этого созданы условия. О проблемах я тоже скажу. Что у нас в регионах России существуют диаспоры, и они активно ведут свою работу. И для этого тоже создаются условия во всех регионах. Кроме того, если говорить о республике, у нас работает Чувашский театр драмы.
где пьесы проходят, то есть вот эти спектакли проходят всегда практически с аншлагом. У нас работает целый институт, Чувашский государственный гуманитарный институт, основная задача которого – это развитие, сохранение языка, культуры и традиций чувашского народа. Если говорить о работе, которая проделана была уже новым руководством республики, все вы, мои уважаемые коллеги, стали участниками и непосредственными разработчиками подпрограммы сохранения и развития чувашского языка. И мы сейчас основной акцент в своей работе будем делать на то, чтобы язык был доступен для детей самого юного возраста. Перед нами стоит задача, да, в школах мы изучаем, но из садиков дети приходят, уже не зная язык. И учителя с ними зачастую, если это городская школа, учат чувашский язык как иностранный язык, и зачастую с теми же методиками. Сейчас мы с вами будем работать над тем, чтобы у воспитателей в детских садах были методические программы, были какие-то наглядные материалы для того, чтобы с ребенком самого юного возраста, как только он переступает порог садика, была возможность говорить о чувашской культуре, о чувашских сказках, о чувашских традициях на чувашском языке. Мы будем делать с вами, не только Министерство культуры, все возможное, чтобы наше подрастающее поколение, то есть это уже дети школьного возраста, подростки, чтобы им была интересна республика, культура и язык. Юрий Николаевич сказал о том, что у меня есть опыт работы как руководителя организации, которая занималась сохранением и развитием чувашского языка. Это Чувашское книжное издательство. Сейчас я просто покажу вам один проект, который я успела реализовать до того, как перейти вот на вот эту новую работу для меня. Мы сделали проект, мы его даже презентовать толком не успели, потому что были карантинные мероприятия, плюс потом я работу поменяла. Вот этот проект «Путешествие по Чувашии». Она на двух языках, на русском и чувашском языке. Мы собрали во всех муниципалитетах достопримечательности, интересные места. А как выяснилось, мы с вами, ну и наши родители, не очень-то хорошо знают, что интересного есть на территории нашей республики. И сделали вот такую игру. Фишки у нас ручной работы, они расписаны нашими чувашскими художниками. Здесь есть карта, по которой можно, допустим, во время непогоды или во время будних дней попутешествовать родителям с детьми, карта Чувашии с нашими достопримечательностями. И если какой-то объект, какая-то достопримечательность вас заинтересует, вы уже можете поехать и посмотреть. Почему я говорю об этом проекте? Я говорю о том, что мы не успели даже презентовать. Ко мне обратился Кванториум, где работают очень интересные преподаватели. И вы знаете, Кванториум – это средоточие таких очень продвинутых подростков. Они сами вышли на нас и сказали о том, что мы хотим оцифровать этот проект. Мы хотим, чтобы это была не просто книга, традиционная вот эта игра. Мы хотим, чтобы это была электронная игра. Мы хотим сделать мобильное приложение вот к этому проекту. Это была уже не наша инициатива, это было их предложение. И мы сейчас над этим уже работаем. Мы передали им материалы, мы передали им фотографии. И вот эти ребята, которые работают в Кванториуме, сделают вот этот проект. И в ближайшее время, то есть для наших детей, которые сидят в планшетах, для которых, может быть, вот печатная версия не очень, может быть, и интересна, они получат возможность путешествовать по Чувашии вот в таком цифровом варианте. Мы, безусловно, очень тесно взаимодействуем и с Чебоксарско-Чувашской епархией. Целый ряд книг выходит на чувашском языке для того, чтобы богослужения в наших храмах проходили на чувашском языке. В прошлом году мы реализовали совместный проект с Российским библейским обществом. Это библейские рассказы для детей на русском и чувашском языке. Великолепный перевод на чувашский язык Евы Лисиной. Великолепное изложение на русском языке Анны Твердовской. Но для меня особая гордость вот в этой книге «Библейские рассказы на чувашском языке» отец Савати, владыка Савати видел эту книгу, мы передавали вот Лидия Ивановна с вашей помощью, когда владыка был еще в Бурятии. Можно будет потом посмотреть. Для меня особо ценна эта книга еще тем, что иллюстрациями в этой книге служат же, опять же, росписи из храмов, которые находятся на территории Чувашии.
То есть родители могут не только читать на русском и чувашском языке книгу, но и, посмотрев иллюстрации в книге, потом посетить храм. То есть здесь у нас такая задача привести в храм. Вот эта иллюстрация, к примеру, это роспись из храма новомучеников города Чебоксара. Я называю эту книгу своего рода путеводителем по храмам Чувашии, потому что там собраны также лучшие святыни, самые яркие, значимые святыни, которые хранятся в храмах Чувашии. И когда мы смотрели эту книгу, очень многие, даже взрослые люди, для себя открывают новые вещи. Что хочу сказать, чтобы не быть слишком многословной. Работа ведется, но для того, чтобы сохранить язык, и чтобы молодое поколение было заинтересовано в том, чтобы говорить чувашский язык, мы должны готовить новые проекты. Мы должны делать для них мультфильмы, и это в программе сохранения и развития чувашского языка тоже прописано. Мы должны делать какие-то цифровые проекты для того, чтобы подростки, молодежь заинтересовалась этим. Ну а что касается самой базы для реализации этих проектов, у нас есть очень сильные писатели, поэты, ученые, которые с нами в едином тандеме выступят для решения этих задач. Я рассчитываю, что вот все, кто здесь сидит, представители чувашской интеллигенции, вы будете нашими союзниками, вы будете нашими помощниками для того, чтобы язык сохранился, для того, чтобы он развивался, и наши дети с самого юного возраста знали чувашский язык. Спасибо. Если какие-то вопросы будут, наверное, можно будет... Просто, наверное, сейчас мы с вами же будем выстраивать нашу работу в форме доклада и вопросов, и сообщений, так и, да, поэтому я думаю, что вот на пленарном заседании нет пока еще вот такого, да, на приветствиях нет возможности, желания, и по этикету нежелательно задавать вопросы, поэтому это лучше потом. Слово предоставляется Евгению Ивановичу. Вам сначала. Хорошо, конечно. Слово предоставляется Сергею Дмитриевичу Бакейкину, заместителю председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Он является исполнительным директором Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, кандидат педагогических наук, город Москва. Иракун. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Сегодняшняя научно-практическая конференция «Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского языка» проводится в рамках проекта «Мой родной язык», который был поддержан Федеральным агентством по делам национальностей. На нашей конференции ведущие эксперты, ученые, языковые активисты Чувашской республики, из других регионов России, а мы пригласили экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской области, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Мариэл, Великого Новгорода, занимающиеся проблемами изучения, преподавания и сохранения языков коренных народов, получат возможность обсудить глобальные процессы в языковой сфере мира, текущие изменения и возникающие проблемы, перспективные направления работы и достижения, связанные прежде всего с социальной инженерией и использованием компьютерных технологий. Основные задачи комплекса мероприятий – совершенствование и расширение деятельности по сохранению языков коренных народов Чувашии и всей России, развитие межнационального сотрудничества между субъектами Российской Федерации, формирование новых направлений и методов взаимодействия, в том числе сетевого. Особое внимание мы хотим уделить выявлению барьеров на пути сохранения языков коренных народов и определению реалистичных способов их преодоления, а также мобилизации усилий специалистов, управленцев и активистов на местах. Уважаемые коллеги, позвольте мне немного рассказать о том, что это за организация, вот о которой сказала Светлана Михайловна. Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества и Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех», которые инициировали сегодняшнее мероприятие и чем они занимаются. Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» – это экспертный совет при комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, председателем которой является министр иностранных дел России Сергей Лавров. В состав нашего комитета входят известные библиотекари, архивисты, музейные работники, ученые, политики, представители органов власти, неправительственных организаций и частного сектора. Комитет был создан в 2000 году. Для продвижения в России главной программы ЮНЕСКО в области коммуникации и информации, а именно программы ЮНЕСКО «Информация для всех», а также для продвижения в ЮНЕСКО взглядов России в сфере построения информационного общества, или, как сейчас говорят, общества знания. Рабочим органом комитета является Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества. За годы своего существования мы инициировали и провели множество мероприятий национального и международного уровня по всем приоритетным направлениям программы ЮНЕСКО «Информация для всех».
Это такие как сохранение информации, доступность информации, информационная этика, информация для развития, информационная политика, продвижение чтения и медийной информационной грамотности. Вот буквально вчера мы закончили семинар в Республике Марий Эл по этой теме. Сохранение языков коренных народов мира и развитие многоязычия в киберпространстве. Тема языков является одной из наших любимых, и этой темой мы занимаемся с 2006 года, то есть почти 15 лет. Наша деятельность получила довольно широкую известность во всех странах мира, и подтверждением это явилось то, что председатель Российского комитета и президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества Евгения Ивановича Кузьмина дважды избирали председателем Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Это произошло впервые в истории ЮНЕСКО и впервые в истории России. А сейчас он является заместителем председателя этой программы. Как бы он руководил этой программой в мире. Начиная с 2008 года мы инициировали и организовали и провели 8 из 12 состоящихся в мире за 12 лет крупных международных конференций по языкам. 4 прошли в Якутске, 2 в Ханты-Мансийске, 2 в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В одной из этих конференций участвовала Светлана Михайловна. С участием ведущих экспертов из 120 стран мира, со всех континентов. Итоговые документы этих конференций являются главными экспертными документами в мире. На них ориентируются все ведущие мировые специалисты. Сборники наших материалов конференции и другие наши книги изданы на русском и английском языках. Конференции показали, что тема сохранения языков и их развития в киберпространстве актуальна для всех без исключения стран. Языки – это не только культурное достояние, а также колоссальные возможности культурного и идеологического влияния, извлечения экономических преимуществ. Во всех крупных странах мира проводится большая работа с языками развивающихся стран, особенно в вопросах представления их национального и местного контента в киберпространстве. Наши организации ведут также научно-организационную и издательскую деятельность во многим направлениям. Некоторые издания мы привезли в подарок библиотеке, вот они находятся на стенде. Сегодняшнее мероприятие, как и весь проект «Мой родной язык», инициировал президент нашего центра и председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Иванович Кузьмин. К сожалению, по состоянию здоровья он не смог сюда приехать, очень хотел. Проект «Мой родной язык» предусматривает проведение серии двухдневных комплексных мероприятий по вопросам сохранения языков коренных народов России. Сначала в 4 субъектах Российской Федерации, 3 уже мы провели. В Сахалинской области, в Республике Карелия, в Республике Марий Эл. Вот сегодня проводим у вас. А 23 ноября в Москве состоится итоговая конференция, где будут подведены итоги этого мероприятия. Проекта. Мероприятия с большим успехом уже прошли в многих округах. И этот проект поддержан был Федеральным агентством по делам национальностей, за что мы им очень благодарны. Также я хочу поблагодарить за поддержку мероприятия главу республики Николая Алексеевича и особо поблагодарить организаторов конференции о Чувашии, директора Национальной библиотеки Старикову Светлану Михайловну и ректора Республиканского института образования Исаева Юрия Николаевича за огромную работу по подготовке этой конференции и вручить им дипломы. Диплом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» вручается Стариковой Светлане Михайловне, директору Национальной библиотеки Чувашской республики, за большой вклад в продвижение и развитие программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и проведение научно-практической конференции «Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского языка» в рамках проекта «Мой родной язык». Евгений Кузьмин, председатель Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Дипломом награждается Исаев Юрий Николаевич, ректор Чувашского республиканского института образования. И я хочу предоставить слово для приветствия участникам конференции от наших организаций Кузьмину Евгению Ивановичу. Он также является еще руководителем рабочей группы по языкам в ЮНЕСКО. Пожалуйста, видеообращение. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня здесь, на вашей прекрасной земле, стартует важный этап большого проекта «Мой родной язык», который в 2020 году реализует Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и его рабочий орган Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей в рамках государственной программы Российской Федерации реализации государственной национальной политики. Я рад приветствовать вас от лица инициаторов и авторов этого проекта, а также от лица Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», главной программы ЮНЕСКО в области коммуникации и информации. Проект предусматривает организацию и проведение комплексных мероприятий по проблемам сохранения и развития языков коренных народов Российской Федерации сначала в 4 субъектах Российской Федерации, а именно Республике Карелия, Сахалинской области, Республики Чувашия и Республики Марий Эл,
а затем проведение завершающего итогового мероприятия в Москве. В фокусе проекта находятся 6 языков коренных народов Российской Федерации, которые представляют разные языковые семьи и группы, а именно чувашский, марийский, карельский, вепский, нивский и уильта. Как вы прекрасно понимаете, все эти языки находятся на разных ступенях изученности и оснащенности, разные имеют статус в системах образования и общественной жизни, разную степень уязвимости, разные перспективы сохранения и развития, различаются численностью людей, активно использующих эти языки. Породившие их народы также весьма серьезно различаются по численности, характеру и динамике происходящих вокруг и внутри них социально-политических процессов, масштабам влияния их социокультурного окружения. Соответственно, различаются желания и мотивации представителей данных этносов, их возможности и готовности сохранять и развивать свои этнические языки. Для того, чтобы действовать профессионально, уверенно и с открытыми глазами, в ходе реализации каждого этапа проекта «Мой родной язык» надо найти ответы на следующие вопросы. Существует ли необходимое и достаточное количество представителей данного конкретного миноритарного этноса, которые достаточно мотивированы и готовы вкладывать свою энергию в дело сохранения и возрождения своего родного языка в сферах образования, культуры, науки, средств массовой информации, общественной жизни, в том числе с использованием современных языковых технологий. Достаточен ли их потенциал для того, чтобы самостоятельно, без посторонней помощи, начать или продолжать осуществлять деятельность по сохранению, оживлению и развитию, то есть, как сейчас говорят, ревитализации своего родного языка? Если этот потенциал недостаточен, то что нужно сделать, чтобы его усилить? Какие ресурсы, кадровые, финансовые и иные, для этого нужно привлечь? Кто, когда и в какой форме это может сделать? Существуют ли объективные и субъективные предпосылки, потенциал и готовность к применению современных языковых компьютерных технологий в целях ревитализации данного конкретного языка? Можно ли оценить этот потенциал? До настоящего времени поддержка языков коренных народов в России и во всем мире осуществлялась в основном традиционными методами, к тому же предпринимаемыми в основном властями, с довольно слабым вовлечением в эту деятельность структур гражданского общества, языковых активистов, энтузиастов, а также высокотехнологических компаний. Программа деятельности Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и МЦБС в области поддержки многоязычия и развития языкового разнообразия в киберпространстве, а мы проводим эту работу, начиная с 2006 года во всем мире, предлагает начать формировать новые направления и формы деятельности для того, чтобы сохранить и развивать языки коренных народов, используя для этого возможности новых языковых и других компьютерных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, вовлекать в эту деятельность активных и образованных представителей самих коренных народов, мотивировать их, повышать их квалификацию, стимулировать и поощрять, вдохнуть в них больше оптимизма, помочь мобилизоваться, увидеть горизонты. Мы глубоко убеждены в том, что положение дел можно улучшить, и что первые шаги можно сделать уже в рамках данного этапа проекта «Мой родной язык». В заключение позвольте пожелать всем нам самой активной и плодотворной работы и счастья человеческого и профессионального общения. Спасибо за внимание. В добрый путь. Спасибо, Сергей Дмитриевич, большое. И очень солидарен и согласен с Евгением Ивановичем по поводу того, что в основном проблемой развития, сохранения наших языков занимается государство. И, к сожалению, пока нет у нас такой большой практики использования иных форм в форме организации фондов, в форме организации каких-то определенных грантов, для того, чтобы обширнее вовлекать институт гражданского общества, общественные организации, частных лиц. Поэтому, конечно, эта форма, она давно получила развитие на Западе, но тем не менее, я думаю, что у нас то же самое это произойдет в скором времени. С удовольствием предоставляю слово нашему уважаемому высокопреосвященнейшему Савватию. Пожалуйста, батюшка.
хаклы туаны мырзем, енди мыжырзем. Зір мана күнда чинни ганде, анжақта хамын калажу училигеубе, сирнюменже, мана калашмады намыз. Сирин хужуда, ну, мой ученый зам ослатон лажинзем, чуваш чилигине типпебе билигенизем. Еп хам милегалас шурал заюсне хулара, совет выгоднже чуваш шкулизем хулара буман, шанба мана милегалас а за тебя, а за дне врентне чувашла ялаган джухне. Анжақта шавна шутладып, халығын чуне, onun чилгере дезі шутладып. С вашего позволения перейду на русский язык. Я тех, кто не владеет чувашским языком, просто извинился за знание своего языка на разговорном уровне. Перед вами типичный пример того, как развивался чувашский язык в советское и постсоветское время. Ну, можно сказать, вот я, пожалуйста, типичный представитель, который не владеет литературным языком, который вынужден был сам изучать чувашский язык по чувашской псалтыре, как в древности, который вынужден был учиться чувашской грамоте, опять-таки по богослужебным текстам чувашским, еще который составлен при Иване Яковлеве. И думаю, что я не самый лучший представитель чувашского языка, поскольку свободнее гораздо владею и разговариваю на русском языке. Хотя мне от этого довольно-таки становится даже неудобно и стыдно перед моим родным, любимым чувашским языком и вообще перед чувашской культурой. Вся культура, все достояние народа, в данном случае чувашского, сконцентрировано в его языке. И не зная языка, невозможно понять душу народа, невозможно понять чувашию и чувашей. У меня есть помощник, он сейчас секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии, ближайший мой помощник. Он был со мной долгое время, вы наверное, знаете, я приехал недавно совсем из Бурятии, где был митрополитом улан-удэнским, бурятским в течение 11 лет, без малого. Так вот, он уроженец Канаша, чуваш, коренной чуваш, но не знающий ни слова по-чувашски. И вот мы однажды с ним разговорились, вот как бы, знаете, кухонные разговоры такие бывают. И вот мы с ним разговорились, и он мне сказал: знаете, владыка, честно, вот вы говорите о чувашском языке, а я не понимаю, для чего это нужно, для чего нужно изучать чувашский язык. Достаточно знать, для комфортного существования достаточно знать русский, английский, и вполне можно быть вполне успешным человеком, если говорить как бы мирским языком. И что я ему мог объяснить, что я ему мог возразить? Я ему пытался донести о значении чувашского языка, о том, как он важен. Но, к сожалению, думаю, что я был неуслышанным. Почему я привожу этот пример? А пример я этот привожу лишь только потому, что это типичная ситуация. Это типичная, абсолютно типичная ситуация. Большинство молодежи, воспитанной в русской среде, среде русского языка, я не говорю здесь о национальностях, большинство думает именно так. И кто в этом виной? Государство ли или мы сами?
Я не знаю, наверное, и то, и другое. Потому что вот я не буду ходить далеко, вот мои племянники. У меня полно племянников, никто из них не знает чувашского языка, потому что невестки считали, что чувашский язык – это атавизм, будучи сами чувашками. Потому что в советское время считалось позорным разговаривать по-чувашски, потому что все стеснялись своей национальной принадлежности. Человек только-только закончит среднюю школу в деревне, приезжает в город и старается разговаривать на русском языке. Что уж тут говорить-то? Я по утрам гуляю со своим любимым лабрадором, собака такая, по набережной залива. И вот лабрадор, он, знаете, это водяное животное, оно, как говорится, купаться, лишь бы только покупаться. И вот он добегает до берега залива и бросается в воду. А на улице-то холодно. И вот проходят две уборщицы, которые убирают территорию. И ко мне по-русски обращаются с таким чувашским, явно чувашским акцентом. А мол, не холодно ли, не заболеет ли собака? Я отвечаю по-чувашски, что нет, не холодно, для него это ничего не имеет значения. Они продолжают со мной разговаривать по-русски, несмотря на то, что видят, что перед ними чуваш. Ну вот это типичная опять ситуация. Извините, может быть, я сейчас говорю о проблемах, но я говорю с точки зрения не как священника, с точки зрения обывателя, обычного обывателя. На чужбине оказавшись, ну, конечно же, чужбина – это условное понятие, потому что в Бурятии меня приняли все как родного, я стал для них родным и земляком, но оказавшись на чужбине, когда слышишь только русский язык и немножко чужой, немножко бурятского, невольно начинаешь переосмысливать свои отношения к родному языку. Невольно начинаешь задумываться о том, кто ты. Кто он такой, чуваш? И в доме у себя мы часто старались разговаривать на чувашском языке. Особенно, когда нужно что-то такое, какую-то информацию донести, такую, чтобы окружающие русские не поняли. Ну, вы сами понимаете. Вот. И выхода из этой ситуации, конечно же, я особенно не знаю, как. Да я, в принципе, не специалист и не могу вас учить ничему. Вы люди умные, грамотные, образованные. Вы погружены в эту проблему. Ну, вот свое видение я просто постарался до вас донести, чтобы вы меня услышали, простого, как говорится, человека, который болеет и любит свой народ от души, до глубины сердец любит свой язык. И я стараюсь сейчас погружаться в него. И слава Богу, что сейчас появилось чувашское национальное телевидение и радио. И в первые дни, когда я приехал на родную землю, я буквально наслаждался родным языком. И буквально, как, знаете, пил как из родника. Вот настолько я соскучился по родной речи. Ну а вам со своей стороны позвольте пожелать плодотворной работы и помощи Божией. Спасибо вам большое. Пиди бузыктау, хизепле митрополит, эзер бире чагмбек киске хаваркала забана сюжетпа пире вейбадыр, хватпадыр, дадашаныш падыр. Сире пиди бузыктау, сире хаварын жамбек евора сире, эбиринде вейз полдырдезе сунат пазыре. Туру булыштар среди пиди бузыктау. Если позволите, я с вами раскланяюсь. Пиди бузыктау. Анатольевна. Так, ладно, хорошо, Юрия, давай теперь за Сарадар. Следующий выступающий у нас представитель очень интересной касты, немногочисленной касты людей,
Она является председателем Союза профессиональных писателей Чувашской Республики, кандидат филологических наук, представляет город Чебоксарова Лидия Ивановна Филиппова. Таргашан. Ирагон сунадап шубашкарам, вранзам хулам, кдеш эсем, санжине богат тенже чеважам, ангетер воска ирдеш улзем. И перевод. Город, с добрым утром, просыпайся, ждут нас снова важные дела. Мир, приветствуй, Чуваша, и улыбайся. Чебоксары, нас судьба с тобой свела. Уважаемые участники конференции, гости, с удовольствием приветствую вас на чувашской земле у нас в Шубашкаре, в Чебоксарах, от имени пишущей гвардии Чувашии. Сегодняшняя и завтрашняя конференция, они напрямую связаны и с писательским сообществом Чувашии, потому что у нас также есть свои вопросы по сохранению, изучению, развитию чувашского языка. А писатели это, как говорится, что было в начале? В начале было слово, говорим. Как это без слова мы можем говорить о сохранении, об изучении языка, литературы, тем более о профессиональной литературе. Поэтому мы возлагаем большие надежды на эту конференцию. Но ради справедливости надо отметить, что особенно в 2020 году у нас было немало подобных конференций, собраний, но сегодняшнее на уровне федерации все-таки возлагаем большие надежды, писатели тоже. Я много лирики не хочу, конкретики, два момента хочу отметить. Первое, это все-таки касается нашей чувашской литературы также, хотя и федерального значения говорю. На днях буквально председатель правления Союза писателей России Николай Федорович Иванов вышел к нам с письмом, с просьбой поддержать их. У нас Союз профессиональных писателей Чувашской Республики является региональным отделением Союза писателей России. И они готовят письмо в адрес Владимира Владимировича Путина, президента России. В конце этого года в Москве состоится заседание Совета по культуре и искусству, и вот как раз будут рассматривать вопрос, касающийся писательского сообщества. А вопрос касается того, что сложилась абсурдная ситуация. Коротко только расскажу, ладно? Абсурдная ситуация такая сложилась, что в 2000-е годы идет реформа органов власти в России. И так получилось, что из ведения Минкультуры книгоиздательскую деятельность и литературно-художественную периодику из Минкультуры передали в ведение Минсвязи, Мининформполитики сейчас. И сейчас вот такая нелепая ситуация, она сохраняется. Ко мне часто обращаются, конечно, и писатели, но, увы, многие не понимают ситуацию. Эта ситуация касается не только нас, не только Чувашии, это федерального значения. С этим вопросом мы выходили даже к депутату Госдумы Анатолию Геннадьевичу Аксакову. И вот, может быть, в конце года этот вопрос решится все-таки. А вопрос касается того, что библиотеки у нас остались в ведении Минкультуры, а литературно-художественная периодика, журналы и книгоиздания все-таки курируют до сих пор Мининформполитики в Чувашии. Слава Богу, вот в России писатели передали тоже в Мининформполитике ведение. А у нас в Чувашии, слава Богу, в этой части нам немного лучше, я хочу сказать, потому что писатели все-таки остались в ведении Минкультуры. Они нам часто помогают с выездами, потому что писатели такой народ, они не только пишут, они должны показывать свои произведения, предъявлять миру, а аудитория нам нужна. Поэтому выезжаем в регионы. Только в прошлом году мы выезжали во все регионы почти. Честно говоря, вот у нас писатели, они очень активный народ. Мы не только творим свои произведения, но мы помогаем и другим. Владыка Саватий ушел, конечно, вот второй момент уже тоже федерального значения все-таки отметить, акцентировать внимание конференции. Владыка Саватий. В конце декабря прошлого года мы, писатели, также по грантовому проекту полетели в Улан-Удэ, Бурятию. Улан-Удэ, Бурятия, это, конечно, по площади, по сравнению с нашей Чувашией, это такие просторы, великолепие, конечно, 351 тысяч квадратных километров по площади. А у нас Чувашия
знаете, да, ведь около 19 только. Поэтому владыка Саватий, конечно, будет скучать по тем степям просторам бурятским, но мы рады, что он с нами. И я ему позвоню, я думала, он досидит сегодня. При нем хотела сказать, он такой молодец, представляете, как его уважают в Бурятии. Вот мы там были в течение недели, он один день уделил нам, чувашской делегации, и принимал участие на наших мероприятиях. И он не скрывает, вот молодец, не скрывает человек, что он чуваш. И знают в Бурятии, что он представляет чувашскую нацию. Им гордятся, его очень любят. Поэтому мы тоже благодарны были, что он один день все-таки уделил нам. Ну что, много вопросов, честно говоря, но я думаю, сегодня, завтра и некоторые вопросы, связанные с писательским сообществом, мы все-таки постараемся разрешить. А конференции желаю плодотворной работы. Спасибо за внимание. Тав, Лидия Ивановна. Значит, я предлагаю так. Вот иногда бывает так у нас, вот позволю, Сергей Дмитриевич, значит, такую ремарочку. Иногда бывает так, что мы с вами где-то пленарку послушаем, да, потом, значит, какие-то доклады, потом немножко подустали, и потом думаем, так, надо вот немножко отдохнуть, так, другое место, другим местом займемся. Важное мероприятие, важные вопросы мы с вами обсуждаем. Я прошу и сегодня быть до конца на нашем мероприятии, и завтра, вот, прям вот даже если нет большого желания эмоционального, вот заставить свой ум и прийти сюда, и потом, значит, обсуждать с нами вместе эти животрепещущие вопросы. Коллеги, Давай. Значит, на этом мы с вами приветственную часть заканчиваем и предлагаем уже приступить Сергею Дмитриевичу вместе, значит, обсуждение докладов, заслушивание и обсуждение докладов, которые, да, значит, модератором является Паршакова Анастасия Валерьевна. Она является координатором проектов Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», заместитель директора Межрегионального центра библиотечного сотрудничества. Она является представителем Санкт-Петербурга. Можно вас приподняться? Давайте поприветствуем, коллеги. Поприветствуем, пожалуйста. Да. Так, у нас и Цикарев, так, да? А Паршакова я сказал. Это Исаев, да. Спасибо. И, Анастасия Валерьевна, давайте возьмите бразды правления, да. Добрый день, коллеги. Рада приветствовать вас всех в этом зале. И мы начнем профессиональную программу с видеодоклада Евгения Ивановича Кузьмина, нашего руководителя, инициатора, идейного вдохновителя всего проекта, мероприятий, которые проходят в различных регионах России сейчас с целью способствовать продвижению и сохранению языков коренных народов. Уважаемые коллеги, наша конференция, как уже говорилось, посвящена обсуждению проблем сохранения, возможности оживления и развития языков коренных народов нашей страны. Это важные проблемы не только для какого-то конкретного субъекта Российской Федерации, где компактно проживают те или иные коренные народы, но и для всей многонациональной и многоязычной России. Для того, чтобы суметь правильно понять, проанализировать и всесторонне оценить проблемы сохранения языков коренных народов России, найти верные, реалистичные пути их решения, эти проблемы нельзя рассматривать изолированно, как проблемы исключительно лингвистические, локальные и местные. Эти проблемы необходимо рассматривать как комплексные, междисциплинарные, многоуровневые и многоаспектные, причем рассматривать в существующем сегодня в России и в мире контексте – историческом, социокультурном, геополитическом, экономическом, философском, цивилизационном. Для сохранения любого миноритарного языка, безусловно, важна политика государства. Для того, чтобы оценить федеральную политику всей России в отношении языков коренных народов, надо сравнить ее с политикой других стран. Для того, чтобы оценить языковую политику, которая проводится в том или ином субъекте Российской Федерации в отношении языков коренных народов, которые там компактно проживают, надо сравнить ее с языковой политикой, которая проводится в других субъектах Российской Федерации. Но ведь ясно, что не только политика играет здесь важную роль,
но и позиция и деятельность самих языковых сообществ, носителей того или иного языка. Соответственно, для того, чтобы оценить активность, компетентность, приверженность делу сохранения языка своих предков, уровень ответственности и реальный потенциал самих языковых сообществ, надо сравнивать их с другими языковыми сообществами. Как начать это делать? Какие нужны для этого инструменты анализа, предстоит обсудить на нашей конференции. В России проживает около 145 миллионов человек, представляющих 245 этносов, из которых 100 – это коренные народы нашей страны. По разным оценкам, люди в России говорят на 300 языках, включая языки диаспор и мигрантов. При этом, по данным Федерального агентства по делам национальностей, коренные народы России говорят на 265 языках и диалектах. Государственный язык России – русский. Его считают родным более 127 миллионов человек. Им так же свободно, как и языком своего этноса, а зачастую и лучше, владеет большинство представителей иных национальностей. 13 миллионов нерусских граждан России считают русский язык родным. Это могучий язык с более чем тысячелетней письменностью. На нем создана великая литература, наука, система образования. Практически на всей территории России русский язык используется и как язык межнационального общения. До сих пор в этом качестве он используется и в республиках бывшего Советского Союза. Помимо русского, наиболее распространенными в России являются языки 4 самых крупных после русского народов: татарского, примерно 5,5 миллионов человек, а также башкирского, чеченского и чувашского, каждый примерно по 1,5 миллиона человек. Есть 9 языков, на которых говорят представители народов, насчитывающих от 400 тысяч до миллиона человек. Самый крупный народ в этой группе – аварцы, около 800 тысяч. А также идут далее языки кабардино-черкесский, даргинский, осетинский, удмуртский, кумыкский, якутский, марийский – 450 тысяч и ингушский – 400 тысяч. Есть 15 языков коренных народов, насчитывающих от 50 до 400 тысяч человек. Самый крупный язык в этой группе – лезгинский – 397 тысяч. Здесь же находятся языки следующие: бурятский, карачаево-балкарский, тувинский, коми, цыганский, калмыцкий, лакский, адыгейский, табасаранский, коми-пермяцкий, нагайский, алтайский, карельский – 53 тысячи человек и хакасский – 52 тысячи человек. Почти 40 языков коренных народов России в национальных республиках имеют статус государственных и официальных. В ряде республик государственными языками признаются 2 и более языков. В Кабардино-Балкарии статус государственного, помимо русского, имеют кабардино-черкесский и карачаево-балкарские языки. В Мордовии языки мокша и эльзи. Одно из уникальных мест в мире в отношении сохранения языков – это республика Саха-Якутия. Здесь не только развивается язык небольшой титульной нации – якутский, но и сама эта титульная нация заботится о поддержании языков коренных малочисленных народов Севера. И венкийский, и венский, юкагирский, долганский, чукотский языки, несмотря на малочисленность их носителей, в Якутии признаны официальными языками. Уникален пример республики Дагестан, где проживают представители более 120 национальностей, но не существует официально признанной титульной нации. Ее политическими атрибутами наделены 14 коренных народов Дагестана, языки которых принадлежат к 3 языковым семьям: Дагестано-Нахская ветвь, Иберийско-Кавказской семьи языков, тюркская группа Алтайской языковой семьи и индоевропейская языковая группа, семья. В Конституции Дагестана указывается: государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. Но при этом не дается перечисление ни дагестанских народов, ни дагестанских языков. Это обусловлено отнюдь не пренебрежением к этим вопросам, а напротив, слишком высокой их значимостью в данной республике. Жизнь здесь неоднократно доказывала, что любая попытка создания законодательно закрепленного, закрытого перечня народов и языков неизбежно вызывала волну протестов и принципиально неразрешимые споры. Сложность языковой ситуации в этой республике обусловлена еще и тем обстоятельством, что до сих пор до конца не определено, сколько языков насчитывается в Дагестане на сегодняшний день.
Как правило, говорят примерно о 60 языках. Дагестан – это горная республика, и здесь шутят, что на каждой горе живут разные народы, и у каждого свой язык. Установление государственных языков в республиках в составе Российской Федерации не означает забвение языков иных народов, населяющих эти республики. В Татарстане много делается для сохранения культуры и языков, проживающих там башкир, удмуртов, чувашей. В Чувашии много делается для татар, башкир, удмуртов и так далее. Аналогичные происходят и процессы в Башкирии. 3 эти республики, где коренное население тюркоязычное, мирно соседствуют с 2 республиками, где говорят на угро-финских языках – Удмуртия и Мордовия, и где также много делается для сохранения татарского, башкирского и чувашского языков. Более трети всех функционирующих на территории России языков – это 40 языков коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, насчитывающих менее 50 тысяч представителей. Среди них 3 языка нашего проекта. Вепский, примерно 8200 человек, Нивский, 5100 человек, и Ороки, Уильта, всего 350 человек. Все цифры, которые я приводил, носят примерный характер, они взяты из разных источников, так как данные переписи 2010 года тоже носят примерный характер, и многие из них устарели. По разным подсчетам в мире существует порядка 7000 языков. Точной цифры нет и быть не может, потому что порой очень трудно отделить язык от диалекта, и лингвисты это прекрасно понимают. Существует даже шутка, что язык – это диалект Саармии. Кроме того, языковая картина мира очень подвижна. Каждую неделю в мире умирает один язык. Это происходит главным образом в силу объективных исторических причин. Ассимиляции, миграции, урбанизации, индустриализации, модернизации, глобализации и других. По оценкам ЮНЕСКО, к середине 21 века останется 50% существующих сегодня языков, а к концу 21 века останется лишь 10% языков. То есть всего 600-700 языков. Малые языки будут заменены доминирующими сегодня языками. А что уже сегодня происходит с доминирующими языками? В сегодняшнем мире почти во всех странах почти все языки, кроме государственных, являются маргинализированными. И это понятно и объяснимо. Языков в мире насчитывается порядка 7000, а независимых стран менее 200. При этом основных де-факто государственных языков в этих 200 странах реально намного меньше 200, так как большинство из них – это бывшие колонии. И в качестве государственного языка у них выступают языки их бывших метрополий. Именно они используются во всех сферах, в отличие от местных автохтонных языков, даже самых крупных, использование которых зачастую ограничивается бытовым общением. Реальность сегодняшнего мира такова, что представители не только малых коренных народов, но даже и больших народов, которые в своих странах являются миноритарными, в основном используют не свой родной язык, а другие языки, на которых говорит окружающее их большинство. Это те языки, на которых они получили среднее и высшее образование, на которых вещают основные медиа, на которых они получают важную информацию, а также иностранные языки, которые они изучали в средней и высшей школе. И в реальной жизни представителей миноритарных этносов эти другие языки для них не менее, а зачастую даже более важны, чем язык их предков, материнский язык, потому что они в основном выражают себя на более крупных языках. И владение этими языками является основой для их хорошего заработка, карьеры и благополучия. Рассуждая о многоязычии в мире, мы должны помнить о самых малых языках, на которых говорит от десятка человек до десятков тысяч, о средних языках, на которых говорит от сотни тысяч до миллиона человек, и о крупных языках, на которых говорят миллионы, десятки и даже сотни миллионов человек. Во многих странах Азии и Африки эти языковые сообщества составляют большинство населения. Однако их языки иногда зачастую не имеют официального статуса. Но даже если они имеют официальный статус, это мало что меняет в реальности. В современном мире почти все страны декларируют свою приверженность демократии, и в их конституциях и законах не только крупные языки, но и средние и даже малые языки
имеют официальный статус. А в реальной жизни даже крупные языки мало используются или почти не используются ни в образовании, ни в других публичных сферах. Хотя на многих из этих языков литература существует тысячи, 2000 и даже более 2000 лет. Что будет в будущем происходить с языками, которые я называю средними и крупными? Какой видится их судьба? Каждый человек имеет право говорить на своем родном языке. И это одно из фундаментальных прав человека. Человек может также говорить и выражать себя на любом другом языке, на том, на котором он считает это наиболее целесообразным. И это тоже его право. Существует право демократически избранных правительств устанавливать основные языки обучения. И существует также естественное право родителей выбирать язык образования для своих детей. Чего хотят родители для своих детей? Чем они руководствуются, когда выбирают язык образования для своих детей? Родители хотят, чтобы их дети жили лучше, в лучших условиях, более комфортно, чтобы они могли реализовать свой потенциал не только на локальном уровне, не только в пределах своего малого или даже сравнительно большого языкового сообщества, но и в масштабах всей страны и даже всего мира. Именно по этой причине все чаще и чаще, даже тогда, когда есть выбор, на каком языке обучать своих детей, родители отдают своих детей в школы, где преподавание ведется не на коренных языках и даже не на доминирующих региональных языках, а на основном государственном языке и даже на иностранных языках. Эта тенденция доминирует уже несколько десятилетий. Если эта тенденция будет сохраняться, а она, на мой взгляд, будет сохраняться и даже усиливаться, то уже через пару поколений многие, даже крупные письменные языки постепенно будут вырождаться в преимущественно устные языки. Это большая угроза нашему сегодняшнему многоязычному миру, и она быстро разрастается на наших глазах. Мы совершенно недооцениваем последствия процессов сокращения использования средних и крупных языков в образовании. Говоря об этом, я имею в виду не только крупные европейские языки, на которых создана великая литература, культура, наука и образование планетарного значения – французский, русский, немецкий, испанский, португальский, итальянский. Но это еще и крупные африканские и азиатские языки, в частности, индийские языки. Например, язык челугу и тамильский язык, имеющий в Индии официальный статус. Челугу – это язык, на котором говорит более 100 миллионов человек, и на котором литература существует более 1500 лет. На тамильском языке в мире говорят 75 миллионов человек, а литература существует более 2500 лет. Тамильская литература более древняя, чем любая из европейских литератур. Все эти крупные языки уходят в тень английского и все более выводятся из сферы образования, науки, бизнеса, туризма, политики и медиа, даже в странах их происхождения, то есть маргинализуются. Хорошо, что есть английский язык, на котором мы все можем общаться, хотя и на поверхностном уровне. Но плохо, что мы мало думаем о судьбе других крупных языков. Их продолжающаяся маргинализация может вылиться в серьезные изменения и потери идентичности даже крупных народов, в потерю огромного количества понятий и смыслов, которые ни на каком другом языке нельзя выразить. В более отдаленной перспективе, через пару сотен лет, по оценкам выдающихся лингвистов, которые следят за общемировой ситуацией, на Земле может остаться всего 10-15 языков. Какие это будут языки? Английский, китайский? И будут ли это языки в сегодняшнем понимании? А может быть, это будет беззвучная и бессловесная коммуникация киборгов в результате технологических усовершенствований нашего тела и интеллекта? Имея перед глазами такую перспективу, для меня очевидна необходимость изучения и преподавания большего количества иностранных языков в системах образования. Но сегодня мы наблюдаем сильнейшую конкуренцию в сфере использования и изучения иностранных языков. Я бы даже назвал это мировой войной за языки в образовании. И не только в образовании. Приведу такой пример. 30 лет назад почти 90% жителей Вьетнама изучали русский язык. В сегодняшнем Вьетнаме 99% школьников и студентов изучают английский язык как первый иностранный. Доля всех остальных языков мира составляет 1%. Доля русского языка
менее 0,03%. Сегодня мы возлагаем большие надежды на языковые компьютерные технологии, которые создают новые удобства и облегчают коммуникацию между людьми и народами. Всеми языковыми технологиями сегодня полностью оснащен только один язык – английский. В это инвестируются колоссальные средства, в том числе и потому, что через язык контролируется картина мира, сознание и поведение людей. Все другие крупные языки оснащены языковыми технологиями в гораздо меньшей степени. К сожалению, и в России сегодня существует колоссальный крен в сторону английского. Мы очень мало учим французский, испанский, немецкий, португальский, итальянский, не говоря уже о китайском, японском, корейском, персидском, турецком, арабском и многих других языках. К каким это приведет последствиям для России? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в России должны получить серьезное развитие такие науки, как лингвополитология, экономика, философия, этика и футурология, языковой сферы и многоязычие. Российскую политику в отношении сохранения языков и уважения к культурам коренных народов нашей страны можно назвать образцовой в сравнении с политикой других крупных многоязычных стран. Но объективные данные свидетельствуют о том, что количество активных носителей миноритарных языков в России, как во всем мире, тоже снижается. А это, в свою очередь, указывает на то, что весь комплекс предпринимаемых у нас мер, по-видимому, оказывается недостаточным. Этому можно дать разные объяснения, в том числе и такое. В России, в отличие от многих других многоязычных стран, практически все многонациональное население владеет общегосударственным языком, русским. А подавляющее большинство детей нерусской национальности практически с рождения являются билингвами. В такой ситуации объективно сложно дать ответ на вопрос, почему важно сохранять языки миноритарных народов, в особенности коренных малочисленных народов. Зачем этим народам сохранять свои языки в условиях, когда единственным языком, на котором можно полностью реализовать себя в любой профессии, на любом уровне и масштабах всей страны, является русский? И знание своего родного языка, по большому счету, в этом плане не является необходимым и обязательным. Помимо объективных причин, у процесса угасания малых языков во всем мире есть и субъективные причины, среди которых можно выделить пассивность самих носителей этих языков, недостаточность мотивации к сохранению своего языка, ведь это дело трудоемкое, требующее больших интеллектуальных и временных усилий, дорогостоящее и часто неблагодарное. Отсутствие необходимой самоорганизации внутри языковых сообществ, отсутствие ясного видения перспектив, иллюзий, заблуждений, предубеждений и прочее, инерционность образовательной и научной среды и недостаточная развитость информационно-просветительской, организационной и институциональной инфраструктуры. Для того, чтобы нам улучшить положение вещей, необходимо вывести на качественно новый уровень информированность специалистов и языковых активистов о состоянии, проблемах и передовом опыте поддержания и сохранения миноритарных языков в России и разных странах мира, прежде всего многоязычных, таких как Индия, Индонезия, Бразилия, Нигерия, ЮАР, Китай, а также об инновационных мерах, предпринимаемых в этих странах и в разных регионах России по сохранению этих языков на политическом, организационном, научном, образовательном и технологическом уровнях, в том числе с использованием передовых языковых компьютерных технологий, включая технологии искусственного интеллекта. Уважаемые коллеги, в завершении своего доклада я хочу особо подчеркнуть следующее. Разнообразие языков, на которых говорят народы России, во многом обуславливает то большое богатство знаний, которыми обладает наша страна. Языки отцов, дедов и прадедов представляют большую ценность не только для тех, кто на них говорит, но и для тех, кто на них уже не говорит, но ощущает при этом неразрывную связь со своими предками, создавшими этот язык, и от этого ведет отсчет своей идентичности. Языки являются уникальными инструментами для понимания, анализа и описания действительности. Они формируют картину мира и отражают исторический опыт народов. Языковое разнообразие, как и культурное и интеллектуальное разнообразие, является важным, хотя, на мой взгляд, и недостаточно осознаваемым активом и конкурентным преимуществом России. И нам надо это конкурентное преимущество сохранять. Спасибо за внимание.
случаях мы поблагодарим Евгения Ивановича. И должна заметить, что вот этот проект «Мой родной язык», который мы инициировали, уже вызвал большой интерес у наших коллег не только в России, но и за рубежом, и в Бразилии, и в Индии. И если нам удастся вот этот вот формат отработать и транслировать его на другие страны, это будет нашим большим успехом. А продолжая такую общую мировую ретроспективу, я хочу передать слово Алексею Цикареву, который одновременно у нас является и представителем коренного народа, карелов, и при этом членом постоянного форума ООН по вопросам коренных народов и членом руководящей группы ЮНЕСКО по подготовке и проведению Международного года языков коренных народов. Terveh teile, уважаемые друзья, большое спасибо организаторам Национальной библиотеки Чувашской Республики за приглашение. Я первый раз в Чувашской Республике и очень рад возможности, которая представилась мне для того, чтобы в том числе и поприветствовать вас от имени моих коллег, членов постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов. Постоянный форум является ведущим органом Организации Объединенных Наций, который занимается интеграцией вопросов коренных народов во все сферы и во все другие процессы, которые в этой глобальной организации протекают, от изменения климата до имплементации целей устойчивого развития. Постоянный форум состоит из 16 экспертов, которые представляют как государства, так и коренные народы со всего мира. И нашей задачей в том числе является обсуждение таких тем, как экономическое и социальное развитие, культура, окружающая среда, здравоохранение, образование и права человека. И вот в этих шести темах мы делаем рекомендации, в том числе для экономического и социального совета ООН, а также для других органов, потому что роль форума является в том числе в том, чтобы координировать, как я уже говорил, вопросы коренных народов среди многочисленных агентств, фондов, программ Объединенных Наций, таких как ЮНЕСКО и многие другие организации. В общем, приступая к теме языков, хотел бы сказать, что постоянный форум как раз являлся главным инициатором объявления Международного года языков коренных народов в 2019 году. Я относительно недавно занимаюсь вопросами коренных народов в Объединенных Нациях, потому что есть коллеги, которые десятилетиями, с 70-х годов это делают. Я занимаюсь всего лишь, наверное, 7 лет именно в ООН вопросами продвижения коренных народов. И на моей памяти и по моему представлению объявление Года языков коренных народов было очень быстрым процессом. То есть в начале 2016 года прозвучало впервые предложение провозгласить Год языков. И уже в конце 2016 года Генеральная Ассамблея ООН год провозгласила. То есть это беспрецедентно быстро по меркам такой сложной и огромной организации, как Организация Объединенных Наций. И вызвано это тем, что все прекрасно понимают, в том числе и государства, что существует глобальный кризис языкового разнообразия. И то, о чем Евгений Иванович только что говорил, тенденции, которые существуют, они вызывают серьезные опасения у самых высокопоставленных лидеров, включая генерального секретаря ООН, который безустанно все время говорит о том, что каждые 2 недели умирает один язык. И это, конечно, очень серьезная проблема, потому что умирание языков – это умирание в том числе и нашей возможности доступа к традиционным знаниям коренных народов. Это проблема коммуникации, проблема миротворчества, это проблема в целом гуманитарная всего человечества. И, конечно, озаботившись этой проблемой, Генеральная Ассамблея ООН объявила Год языков и позже, в прошлом году, объявила десятилетие языков коренных народов для того, чтобы мы могли на международном уровне привлечь внимание к этой теме. Но действия, конечно, самые главные действия должны происходить на национальном уровне, на местном уровне и на личном уровне каждого конкретного человека для того, чтобы в корне изменить ситуацию. Ну вот Год языков завершился, и сейчас мы находимся на стадии анализа его итогов. Мы анализируем те уроки, которые извлекли из
наших мероприятий и действий в рамках Года языков. В том числе мы поняли, что сохранение, ревитализация и продвижение языкового разнообразия важны не только для коренных народов, да, для их языковых сообществ, но и для всего мира, для развития качественного управления и примирения. Мы поняли, что ключевым условием ревитализации и сохранения языков является участие коренных народов в этих процессах, непосредственное участие. Мы также ощутили, что язык является всеобъемлющим и влияет на многие сферы жизни. Существуют исследования о том, как языки влияют на здоровье не только конкретных людей, но целых языковых сообществ. И утрата языков или тенденция к утрате языков может привести к росту уровня суицидов, общего уровня здоровья целых языковых сообществ. Тема нашей конференции созвучна с еще одним извлеченным уроком. Ключевая роль сотрудничества языковых общин, государств и всех заинтересованных сторон – это очень важно, потому что ни коренные народы в одиночестве, ни государства самостоятельно не могут решить проблему сохранения языкового разнообразия. Ну и очень важная тоже вещь для меня, особенно как для человека, который занимается в ООН вопросами прав человека. Языковые права – это прежде всего права человека. Да? То есть мы, когда говорим о языках, мы говорим о соблюдении прав человека. И вот главный документ для коренных народов – это Декларация ООН о правах коренных народов, которую государства приняли в 2007 году на Генеральной Ассамблее. Он формирует как раз стандарты, международные стандарты в области прав коренных народов. И статья 13 этого документа говорит о том, что коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать, передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои собственные названия, имена общинам, местам и лицам и сохранять их. Я специально цитирую, потому что это очень важно. Это, можно сказать, квинтэссенция того, чем движение коренных народов и в целом международное сообщество занимается в рамках Года языков и десятилетия языков коренных народов. Более того, я хотел бы также сказать, что данный документ, он не просто является таким вот декларативным документом, да, он принят в 2007 году абсолютным большинством, а в 2014 году даже те страны, которые в 2007 году не голосовали или воздержались по какой-то причине, как наша страна при голосовании за декларацию, в 2014 году, собравшись в Нью-Йорке на Всемирную конференцию по коренным народам, консенсусом утвердили итоговый документ, в преамбуле которого говорится о решающем значении декларации и о том, что это является эталоном при формировании как раз политики в отношении коренных народов. Поэтому с полной уверенностью говорю о том, что Российская Федерация является сторонником как раз декларации ООН о правах коренных народов. Ну и вот, как я уже сказал, мы находимся в транзите от года к десятилетию, даже можно сказать к 11-летию, да, потому что кто-то допустил ошибку, когда писал резолюцию и провозгласив десятилетие с 2022 по 1932 год, это не 10 лет, это целых 11 лет, которые международное сообщество будет обращать особо пристальное внимание вопросам языков, языкового разнообразия. И вот, когда резолюцию принимали, основное внимание уделили как раз тому, что государства должны создавать национальные механизмы, и роль государств подчеркнули, и далее подчеркнули также роль самих языковых сообществ, ключевую роль, потому что именно они являются носителями, и основная ответственность за сохранение лежит, конечно, на них. В Мексике в феврале этого года, еще до пандемии, как раз успели провести крупную всемирную конференцию по языкам, которая завершала Год языков как раз, и на ней начали формировать документ, план действий на десятилетие. Как раз в этом документе сказано о том, что языки коренных народов вносят значимый вклад в формирование наследия человечества, понимание человеческих взаимоотношений, миротворчество, качественное управление и сплоченность общества во всем мире. Да, вот этот слайд. И вот небольшие цитаты из выступления Российской Федерации на закрытии Года языков коренных народов, где также сказано о том, что Россия поддерживает десятилетие языков коренных народов и в связи с этим будет проводить
политику поддержки языков коренных народов. Коротко о принципах, которые заложены в основу международного десятилетия. Это прежде всего центральная роль самих коренных народов. Ничего о нас без нас. Это этот лозунг, который используется и движением инвалидов, например, в своей правозащитной деятельности, но также взят на вооружение и движением коренных народов, потому что никакая политика, никакие меры не должны вводиться в действие без участия самих коренных народов на всех уровнях, на уровне планирования, реализации и мониторинга результатов. То есть все коренные народы должны в этом обязательно участвовать. Правозащитный подход, единство усилий. Также необходимо включить вопросы языкового разнообразия в повестку Дня устойчивого развития. И это, кстати, является, наверное, краеугольным камнем всего плана действий. Да, то есть на сегодняшний день вот те 17 целей устойчивого развития, которые приняты государствами в 2015 году до 2030 года, они не включают вопросы языкового разнообразия в том виде, в котором нам хотелось бы. И поэтому ЮНЕСКО ставит сегодня задачу интегрировать тему языков в новый документ, который будет определять устойчивое развитие, повестку устойчивого развития после 2030 года. То есть это одна из целей десятилетия. Ну и, конечно, необходимо создавать новые инструменты для поддержки языков, вводить методики, обмениваться опытом. Необходимо обеспечить функционирование языков на разных уровнях и в разных сферах услуг, в медицине, в правосудии, в образовании, конечно. Ключевая роль образования всегда подчеркивается на всех международных заседаниях. Причем это образование должно быть инклюзивным и включать культурные аспекты тех или иных народов. Также необходимо обеспечить устойчивый доступ к знаниям коренных народов, создавать условия для развития предпринимательства и обеспечить финансирование. Мы часто стесняемся говорить о финансах, когда говорим о языках, а между тем это ключевой вопрос. И более того, ООНовские эксперты говорят о том, что необходимо как минимум вложить столько же денег в возрождение языков, сколько было за разные исторические этапы потрачено на то, чтобы их положение свести к вот сегодняшнему положению. Да, во многих странах мы знаем, что были очень сложные процессы и политика ассимиляции, которые привели к тому, что сегодня мы имеем во многих странах. Также, да, кстати говоря, о финансах, вот, и это сегодня упоминалось уже, вопрос финансирования. ЮНЕСКО планирует создать мультитрастовый фонд в рамках десятилетия языков коренных народов, который позволит аккумулировать средства пожертвования как от государств, так и от бизнеса. И роль бизнеса очень важно тоже здесь вспомнить, потому что я помню, год назад ездил по приглашению в Японию, читал лекцию, 500 бизнесменов было в зале, крупные и средние компании японского бизнеса, которые интересовались такой темой, как они могут помочь в возрождении языков коренных народов. И действительно, первый, наверное, логичное решение, которое приходит в голову, это просто жертвовать средства на то, чтобы языковые сообщества в том числе могли реализовывать свои идеи, свои проекты по сохранению, возрождению языков коренных народов. И вот надеюсь, что мультитрастовый фонд также позволит это сделать. Что касается образования, об этом очень много говорится, и, наверное, мы в течение дня и завтра будем также обсуждать тему образования, потому что многие семьи, к сожалению, вот я из Республики Карелия, и у нас ситуация абсолютно такая, что во многих, почти, можно сказать, очень мало семей, где язык передается из поколения в поколение, то есть эта традиция утрачена, и поэтому ставка делается на школу, на систему образования, и это логично, наверное, да, поэтому нужно обеспечить как раз преемственность, да, в системе образования от детского сада до высшей ступени, да, высшей школы, и такие попытки делаются, но делаются недостаточно быстро, да, потому что сегодня мы сталкиваемся с этими проблемами. Темы десятилетия – это языковое планирование, это законодательное регулирование, которое тоже проходит, наверное, не самыми быстрыми темпами. Вот буквально вчера с удивлением и
с негодованием прочитал новости из Республики Карелия о том, что законодательное собрание, меняя законодательство о выборах, например, игнорировало решение и предложение съезда Карелов, который состоялся у нас в марте, привести карельское законодательство в соответствии с федеральным, которое говорит о том, что бюллетени на выборах местных и любых уровней необходимо и можно печатать на языках коренных народов по их требованию. Да? То есть, и такое требование есть у нас и в карельских, и в вепских сообществах. Вот, но местный законодатель почему-то уже много лет игнорирует эти предложения. Да? То есть законодательное регулирование играет очень важную роль. Мне уже подсказывают, что мое время... нет, еще не подсказывают. Да. И вот то, что касается участия в принятии решений, приведу тоже один пример такой, немножко грустный, из Республики Карелия. У нас в 2009 году был принят документ, который называется «Стратегия развития карельского языка до 2025 года». Его как приняли в 2009 году, и с тех пор ни разу не вспоминали о нем больше. А просто по той причине, что не было учтено реальное мнение карельского народа при формировании документа, да, то есть туда внесли такие положения, которые просто нереально реализовать, да, скажем, положение о создании единого карельского языка. И это после того, как 20 лет инвестировали, например, в поддержку двух основных диалектов, то есть ливиковский и, собственно, карельский, наречие карельского языка. Существовали газеты, две разные газеты. Термино-орфографическая комиссия работала по двум этим направлениям, и вдруг вот такое предложение всю эту работу, так сказать, свернуть и предложить нечто совсем новое, на чем будет говорить, может быть, несколько человек в институте языка. Вот. И, конечно, это предложение было не то что в штыки принято, но оно просто нереализуемо. И в связи с этим весь документ, он носил такой немного декларативный характер, что ли. Да? Поэтому, конечно, важно учитывать мнение самих коренных народов, языковых сообществ на всех этапах планирования политики. Еще одна тема – это учет языкового разнообразия в вопросах организации труда, поддержка бизнесов, которые, так сказать, используют языки коренных народов, и многие другие темы. Но об устойчивом развитии мы уже поговорили. Ну и временные рамки, вот то, что ЮНЕСКО планирует сегодня на десятилетия вперед, да, то есть от процессов перехода от года языков к десятилетию до развития стратегий и включения вопросов языка во все глобальные процессы, вот это нам предстоит в ближайшие годы все реализовать. Ну, я плавно перейду к нескольким примерам, в том числе из Республики Карелия, из финно-угорского движения, которое мне близко, поскольку карелы – это народ финно-угорский, да, и я сам очень долго участвовал в международном финно-угорском движении, поэтому вот эти практики сохранения, ревитализации финно-угорских народов мне в этом плане близки. Хочу лишь сказать о том, что у нас вот и на международном уровне, когда мы говорим о проблематике языков, да, существует такой пессимизм. Вот есть эти тенденции, да, о которых говорилось, есть слова генерального секретаря о том, что там каждые 2 недели умирает один язык. То есть это все создает такую негативную картину. И коренные народы, когда вот с таким сталкиваются, они говорят, что хватит, перестаньте называть наши языки умирающими. Мы не хотим, потому что никто не хочет говорить на каком-то языке, который умирающий язык, да, то есть это создает такой негативный имидж, уменьшает престиж языков, да, и они предпочитают термины «спящие языки» или языки с низким ресурсным обеспечением, да, то есть, и вот мне нравится этот термин про ресурсное обеспечение, потому что реальность в том, что действительно языки становятся, вернее, получают такую разную степень угрозы исчезновения именно по причине того, что у них низкая ресурсная база, да, то есть они выпадают из той или иной сферы коммуникации, они теряют витальность, жизнеспособность, и в этой связи, конечно, необходимо вот эти ресурсы языкам предоставить, языковым сообществам предоставить для того, чтобы они могли свои языки вернуть в разные сферы применения, да, скажем. Ну, самые главные сферы, это мы все знаем, это образование, это средства массовой информации, это государственное управление, ну и сейчас интернет, наверное, да, то есть киберпространство, как принято говорить. И вот этот глобальный пессимизм, который существует, можно разбить и нивелировать, наверное, локальным оптимизмом, да, потому что вот оптимизмом на уровне общин
И такой оптимизм присутствует. Еще в 2013 году в Карелии мы провозгласили такой год карельского языка и национальной культуры. И этот год был успешным даже не в том плане, что много мероприятий удалось провести, конечно, там фестивалей разных, это все само собой разумеющееся. Но, на мой взгляд, самым главным успехом было то, что удалось убедить огромное количество не карел, то есть русских, украинцев, белорусов, то есть большинство карельского населения Республики Карелия, а карелы там 7% составляют всего лишь, а вепсы вообще меньше 1%, да, удалось убедить много людей в том, что карельский язык, сохранение карельского языка в национальной республике, такая как Республика Карелия, выгодно всем, не только карелам, но это выгодно абсолютно каждому жителю. И вот это успех года языков, вернее, да, года карельского языка. Я думаю, что это во многом вот поддержка русских, в том числе большинства населения, определяет сегодняшнюю деятельность в вопросах сохранения и развития. Стратегия малых дел – это то, что мы так называем, так сказать, наши инициативы, исходящие от самого местного населения. Вот, например, такой пример из села Ведлозеро, Вельярви, дом карельского языка. 6 лет назад местные жители решили, что они хотят, то есть им не хватает физического пространства, где можно вместе что-то делать, заниматься в хоре или иным творчеством, театр развивать местный, да, то есть рукоделие. Они создали, вот, разрушили старый дом культуры и создали с нуля, можно сказать, вот этот дом карельского языка. Сами участвовали в этом процессе, собирали деньги, сами строили. И это сплотило очень сильно языковую общину, мобилизовало их ресурсы и сподвигло на такие крупные начинания, уникальные для нашей республики, можно сказать, сквозь все препоны и негативные вещи, да, они создали языковое гнездо, то есть группу детского сада, дошкольную группу, где целый день говорят только на карельском языке. То есть это методика, она придумана была в Новой Зеландии народом маори, затем она стала распространяться на Гавайи, Финляндию, во многие другие страны и показала свой успех. То есть вот те, кто прошли через эту группу, они очень быстро выучивают язык, да, эти дети. Дети быстро вообще в принципе выучивают, да, если с ними говорить на этом языке, потому что дома, к сожалению, говорят уже на русском с родителями, на улице слышат русский язык, в школе русский язык преобладает, да, поэтому в детском саду сегодня там очередь. Уже как только родители узнают, что скоро будет ребенок, да, идут сразу записываться, чтобы их ребенка уже там через несколько лет взяли в языковое гнездо. Очень популярная вещь. И карельские власти сегодня эту методику тоже популяризируют, хотят ее распространять в другие населенные пункты, потому что это, в принципе, очень успешный опыт. Другие активисты тоже сплачивают свои усилия для того, чтобы развивать языки в интернете. Но я думаю, для вас, для Чувашской республики это не удивительно, да, это вы, наверное, раньше этим занимались уже. Перевод социальных сетей интерфейса социальных сетей на родной язык, вот карельский интерфейс ВКонтакте, он также есть, имеется, недавно был сделан. Другие активисты работают над созданием карелоязычной Википедии, ее, так сказать, большими усилиями, да, то есть долго очень из инкубатора не могли достать, но сейчас это уже полноценная Википедия, на которой можно найти статьи на карельском языке на разные темы. Ну и вот я уже говорил про выборы, да, этот слайд хотел вот здесь говорить. То есть очень важно подчеркнуть роль языков еще раз в процессах современной демократии. То есть и даже когда мы спорим с нашим ЦИКом местным, потому что они тоже как бы не видят необходимости в печатании бюллетеней, например, на карельском языке, мы им все время говорим, их довод такой, что все карелы же знают русский язык, зачем печатать? Но в законе же федеральном не сказано про это, да, там не сказано, что если все знают, то не надо печатать, там сказано, что по желанию нужно печатать, да, то есть если есть такая необходимость. Вот, и мы говорим всегда, что явка в Карелии не такая уж высокая бывает на выборах, особенно местных, и использование карельского языка в выборах
в бюллетени печатать информацию, давать о кандидатах, подстегнуло бы многих людей прийти на выборы, как такой мотивационный фактор. И в принципе люди в вопросах говорят, что действительно они пошли бы с большей охотой, если бы их язык более уважался в таких демократичных процессах, как выборы. Поэтому я думаю, что это просто дело времени, и скоро ситуация выправится. Ну и последнее, что я хотел сказать. У нас есть база данных разных практик финно-угорских народов, которые мы в прошлом году составляли и создали такой сайт SANA 2019. SANA – это слово на многих прибалтийско-финских языках, на корейском, на финском, в том числе на вепском. Да. И этот проект был, когда ЮНЕСКО сейчас оценивает итоги года языков, он признан, он вошел в топ-10 проектов в Восточной Европе и Российской Федерации. И одна из целей этого проекта была сформировать базу данных истории успеха, что ли, финно-угорского языкового активизма. То есть вот то, что люди сами делают. Например, вот курс дыхательной гимнастики на карельском языке. То есть можно и заниматься здоровьем, для женщин курс предназначен, да, своим здоровьем, и одновременно учить лексику, учить целые фразы, да, на карельском языке. Вот Наталья, которая моя коллега, она большую работу проделала, потому что специфическая лексика, да, то есть нужно было все это создать, и там некоторые слова даже придумывать для того, чтобы все это объяснить и показать на карельском языке. Анимационный фильм, мультфильмы на карельском языке. И вот недавно также был создан эрзианский первый художественный фильм на эрзианском языке «Азар». Тоже очень небольшая группа людей, 2 человека всего тянули этот фильм. Да, они предложили идею, они сделали режиссуру, они сами сыграли, сами продюсерами выступили. То есть это, в принципе, вот такие подвижники, усилиями которых этот фильм, и он потом вошел в архив Госкинофонда, и уже государство подключилось и стало помогать популяризировать это творчество. Ну и последнее, да, вот я говорил вначале про личный уровень, наверное, самый важный уровень, что могут сами каждый из нас, каждый активист, каждый человек сделать, это выучить родной язык, передать родной язык детям, подтянуть до какого-то уровня, да, и вот в 2019 году у нас была такая акция выучить родной язык, да, то есть бросали в интернете вызов, так сказать, друг другу, да, что вот я выучу там карельский язык, например, до такого-то уровня, что смогу в Доме карельского языка подготовить небольшое выступление на карельском языке. Вот такие не самые амбициозные цели некоторые ставили, да, и, конечно, кто-то не смог, кто-то отчитался потому, что сделал, но усилия каждого человека, конечно, важны, и никакая организация Объединенных Наций, никакое государство не поможет, если люди просто не будут самостоятельно развивать и сохранять. Большое спасибо за внимание. Интересных примеров и идей. Я думаю, что если есть какие-то вопросы конкретно к Алексею, мы перенесем их в кулуары конференции. Вот Алексей выступил от имени и карельского народа, как представитель карельского этноса, так и, да, и как представитель, значит, ЮНЕСКО. Так и, да. Я что-то, Алексей Петрович, не помню, чтобы представители чувашского этноса представляли в каких-то общественных или каких-то органах, значит, вот, каким образом можно сделать так, чтобы кто-то из наших представителей являлся, как бы был... Сергей Дмитриевич, можете как-то вот на это... Или Алексей? Да, действительно, то есть вот я сказал про постоянный форум ООН по вопросам коренных народов. Это экспертный орган, который включает 16 экспертов, и процесс номинации проходит, то есть это выдвижение из числа коренных народов. Вот меня, например, выдвигала Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации и еще несколько организаций поменьше. Вот, и дальше уже там на уровне экономического социального совета есть своя процедура, как этот выбор происходит. Там было много кандидатов на самом деле. То, что касается ЮНЕСКО, да, то есть руководящий комитет года языков и будет руководящий комитет десятилетия языков коренных народов. И как раз сейчас проходит, ЮНЕСКО объявила о сборе информации о предложениях в состав оргкомитета. Поэтому это самое удобное время сейчас для того, чтобы в том числе и ваши представители могли выдвинуться в
вот в этот орган, например, да, но есть и другие возможности. Там в ЮНЕСКО создается несколько рабочих групп. Одна рабочая группа по написанию плана действий, другая рабочая группа это будет советовать руководящей группе. То есть ЮНЕСКО хочет предоставить возможность многим участвовать в процессе года языков, вернее, десятилетия языков коренных народов. И более того, все эти мероприятия открыты, да, вот постоянный форум собирает ежегодно до 2000 человек. Приезжают из России большие делегации, прежде всего, конечно, коренных малочисленных народов, но и я видел там и представителей татарского народа, и мордвы, и карелы же тоже не малочисленный народ, да, у нас 65 тысяч человек, поэтому там в международной терминологии коренные народы имеют более широкое значение, чем коренные малочисленные народы вот в российском законодательстве. Поэтому, конечно, есть возможность приехать, участвовать и выступать. Да. Спасибо. Спасибо. Да. Да, давайте тогда, значит, спасибо. Следующий выступающий у нас очень интересный человек с энциклопедическими познаниями. Зовут ее Александра Петровна Долгова. Она является ведущим научным сотрудником Чувашского государственного института гуманитарных наук. Она кандидат филологических наук. Пожалуйста. Юрий Николаевич слегка превысил мои возможности, мой статус. Уругун болдыр, пурнеде, твантилье Адалановжан, Тражаган Иштишсе. Добрый день, уважаемые участники конференции и гости, неравнодушные к судьбе родного языка. Прекрасно понимаю, что и тема нашей конференции, и тема моего доклада, она звучит «Чувашский язык в условиях изменяющегося мира. Проблемы сохранения и развития», слишком многоаспектны. Обо всем высказаться не удастся. Но я надеюсь, что получится довести до уважаемой аудитории наши с коллегами видение проблемы, и мы на этой конференции обсудим возможные пути их решения. Проблемы, связанные с языковой ситуацией в разных регионах в современной России, имеют свои отличия, но есть в них и общее – это быстрое и заметное снижение или, как минимум, тенденция к снижению мотивации к изучению родных языков России, народов России, как малочисленных, так и не очень малочисленных. В условиях стремительно трансформирующегося мира так называемым малым языкам все труднее становится сохранять к себе интерес со стороны своего же народа-носителя. По результатам переписи населения 2010 года в Российской Федерации чуваши составляют 1,5% всех указавших национальную принадлежность. Кроме территории Чувашии проживают компактно в республиках Татарстан, Башкортостан, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Оренбургской областях и некоторых других регионах. Динамика численности чувашского народа такова. Пик зафиксирован переписью 1989 года. В СССР более 1 840 000. По переписи 2002 года в России признали себе чувашами более 1 637 000. В 2010 году по России на 200 000 меньше, чем 8 лет назад. По последней переписи, то есть переписи 2010 года, чуваши в Чувашской республике составляют большинство – 65%, русские около четверти, татары менее 3%, другие и не указавшие национальность, соответственно, 7-8%. Чувашским языком, по переписи, если судить по переписи 2010 года, владели в общей сложности более 1 040 000 человек, в том числе менее 1 миллиона признавших себя чувашами. Как утверждают исследователи, если судить по переписи 2010 года, чувашским языком владели чуть менее 70% чувашей. По данным переписи 1989 года, чувашский язык считали родным 85% чувашей. На владение русским языком указали в 2010 году, к вашему сведению, 98% чувашей. Но я думаю, даже этих чисел достаточно для иллюстрации процесса сокращения чувашеязычного пространства. Какова же может быть роль государства в поддержке чувашского языка?
В плане поддержки родных языков народов России деятельность государства заключается в введении определенной языковой политики, которая сводится, примитивно говоря, к принятию законодательных актов и обеспечению их реализации. Так, российское законодательство дает право развития всем языкам народов России, обеспечивает условия для этого. В части 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации, уже в новой редакции, и в новой редакции то есть тоже написано: Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. В основном законе Чувашской Республики, принятом в 2000 году, языкам также уделено много внимания. Еще в 1990 году был принят закон Чувашской Республики о языках Чувашской Республики. Чувашия, кстати, является регионом, в котором закон о языках был принят в числе первых в России. Ныне действующий закон о языках Чувашии принят через 13 лет после него, в 2003 году. Спустя 3 года после принятия первого закона появилась государственная программа реализации этого закона на 1993-2000 и последующие годы, признанная утратившей силу в ноябре 2002 году. В том же году принята следующая республиканская программа по реализации этого закона на 2003-2007 годы и на период до 2012 года. Третья программа называлась Республиканской целевой программой, тоже по реализации закона Чувашской Республики. Принята в сентябре 2012 года, отменена через год с небольшим, в самом конце 2013 года, 27 декабря. Через 2 дня после этого мероприятия третьей программы практически в полном составе оказались внутри другой программы. Государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы в качестве одной из подпрограмм, в качестве приложения номер 10. Однако, через 4 года после этого, в конце 2018 года, была утверждена новая государственная программа «Развитие культуры и туризма». Сроком ее реализации определен период с 19 по 35 год. Предусмотрены 3 этапа. В качестве первого отмечено время по 2025 год. Это действующая ныне программа, касающаяся ситуации с языками. В ней представлено несколько подпрограмм, среди которых есть подпрограмма укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики. В ней 7 так называемых основных мероприятий. Последнее, 7-е, звучит так: реализация закона Чувашской Республики о языках в Чувашской Республике, интенсификация научного изучения чувашского языка, литературы и фольклора. Далее констатируется: мероприятие направлено на дальнейшее развитие чувашского языка и обеспечение его функционирования как государственного языка Чувашской Республики. Казалось бы, здесь все расписано правильно, в том числе то, что мероприятие направлено на научное изучение чувашского языка, на обеспечение функционирования языков в системе образования, создание условий, подготовку квалифицированных кадров и учебно-методических комплектов для этого, проведение конференций и других форумов ради актуализации интереса исследователей и общественности к культурному наследию чувашского народа, в том числе языка, популяризации исследований в этой области. Но на реализацию всех этих мероприятий предусмотрена программой, например, на нынешний 2020 год всего 260 400 рублей. В том числе на изучение чувашского языка, литературы и фольклора 5 тысяч, остальное на обеспечение функционирования государственных и иных языков в системе образования, то есть в основном на учебную литературу для школ. С весны нынешнего года начала разрабатываться государственная программа Чувашской Республики по сохранению и изучению и развитию чувашского языка. Основная часть была разработана Минобразования совместно с сотрудниками подведомственного им Чувашского республиканского института образования. Но к тому времени, когда доработанный Минкультуры вариант вывели на общественное обсуждение, этот документ опять превратился в подпрограмму уже с заголовком «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка. Государственной программы Чувашской Республики. Развитие культуры и туризма». Проект обсуждался на круглом столе с участием представителей госструктур, научного сообщества, деятелей культуры, общественных организаций, журналистов и других. Сейчас, насколько мне известно, дорабатывается с учетом поступающих предложений. Государственные программы являются важным инструментом государственного управления, и воплощение в жизнь намерений, изложенных в них, с привлечением финансовых средств из бюджетов различного уровня, является регулирующим фактором в различных направлениях деятельности и сферах экономической, социокультурной,
общественный. И достойно сожаления то, что запланированные системы мероприятий в рамках программ нередко чисто механически переносились из одной в другую, часто без реальной финансовой поддержки, заявленной в планах, вследствие чего не исполнявшихся или исполнявшихся частично или формально. Помощь и контроль в некоторых случаях со стороны госструктур ограничивалась требованием отчетов с подведомственных организаций. Принятие и реализация государственных, региональных, национальных, республиканских, муниципальных и других программ – это наиболее заметное из того, что делается государством. Государственное участие в реализации мероприятий, связанных с языковой политикой, имеет и другие формы. В Чувашской республике это поддержка образования в начальном звене общего образования на родном языке в сельской местности, поддержка подготовки учебного материала по чувашскому языку и литературе, подготовки кадров для образования и культуры, поддержка научных исследований, учреждений культуры, издания национальной и социально значимой литературы и многое другое. В той или иной мере в этом принимают участие и федеральные, и региональные органы власти. Создание фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Института развития родных языков народов Российской Федерации, который со временем, мы очень надеемся, вырастет из какого-то там маленького подразделения Федерального государственного автономного образовательного учреждения, дополнительного профессионального образования, Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Даже разыскать этот институт в интернете нереально. Институт развития родных языков народа Российской Федерации. Мы надеемся, что вырастет со временем самостоятельное научное, возможно, и в образовательное учреждение. А также принятие концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации и планы ее реализации и многое другое – это и есть участие федеральных структур сохранения языков. Не все планируемое получает воплощение. Иногда превращается только в декларацию или видимость бурной деятельности. Наша беда – красивые отчеты при слабоватых результатах. Но скрывай, не скрывай, проблема от этого менее острой не станет. Мы очень кратко коснулись нескольких моментов деятельности со стороны государства, направленных на сохранение языков в современном, как я уже говорила, стремительно меняющемся мире. Глобализация, урбанизация, унификация, различные инновационные и модернизационные процессы, смена ценностей в обществе. Эти и другие явления оказывают разрушительное, иногда губительное действие на традиционную культуру, в том числе и на языке многих народов. Поддержка со стороны государства в этом ключе очень кстати. Но этого мало. Необходимо желание самого сообщества, желание каждого из нас сохранить свой язык не только в книгах и видео, аудиозаписях, но и в качестве живого, активно функционирующего компонента нашей жизни, передать его своим детям и внукам, активно на нем общаться, беречь и развивать его. И по нашим наблюдениям, и по данным многочисленных опросов, отношение населения республики к своему языку в общем и целом позитивное. Это подтверждается, например, социологами нашего института, которые практически уже 2 десятилетия ведут ежегодный мониторинг этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской республике. В нем нашел место и языковой блок. Проводятся специальные социологические исследования, направленные на изучение непосредственно языковой ситуации. Получается, вроде бы большинство чувашей хотят или хотя бы не против, чтобы их дети знали язык своего народа, могли говорить, нередко и читать, и писать. Но это желание не находит воплощения в повседневной реальности. В противостоянии миноритарного, в понимании родителей желательного языка и мажоритарного, в понимании родителей обязательного, язык своего этноса в практической жизни проигрывает. Итак, будучи не против, чтобы их дети знали родной язык, часть родителей все-таки считает, что надо дать им в первую очередь тот язык, который понадобится в учебе, овладении профессией, трудоустройстве и карьерном росте. В последнее время число таких растет и в сельской местности, и в исконно-чувашских моноэтничных селах и деревнях. Сейчас уже много говорят о преимуществах дву- и многоязычия над одноязычием, но складывается впечатление, что дальше круга специалистов и небольшого числа активистов эта информация не распространяется. До сих пор существует мнение, что к хорошему овладению русского языка можно прийти только отказавшись от этнического.
Но даже разбирающиеся в этих вопросах людей не всегда стремятся прикладывать усилия для обучения детей своему языку в семье. Все больше распространяются, особенно в среде молодых родителей, позиции. Ну, дальше вот цитирую основные фразы, которые нам приходится слышать. В школе же все равно преподают. Там мой отпрыск чувашский и выучит. Или кому нужен этот чувашский, все равно на нем мало кто говорит. И еще одна фраза такая типичная. Зачем тратить время, когда все равно он мне не пригодится? Все вокруг понимают и говорят на русском языке и так далее. Таких отговорок можно много подобрать. Действительно, в последнее время популяризация чувашского языка путем подчеркивания его символической функции свою эффективность, мне кажется, слегка теряет. Уже недостаточно говорить, чувашский язык древний, уникальный язык, который наши потомки берегли в течение тысячелетий и донесли до нас. Или же чувашский язык – язык народа с богатой, неповторимой, бесценной культурой и феноменальной историей и так далее. Это было действенно в конце 80-х годов, в 90-х годах прошлого столетия. Да и сейчас тоже нужно это повторять. Но теперь уже этого недостаточно. Трудно убедить носителя языка передать свой язык детям только ради его сохранения. Особенно рельефно это выявилось на фоне изменений в последние 2-3 года в правовой сфере, относящейся к выбору родного языка и в качестве предмета обучения и языка обучения. Право родителей выбирать родной язык в качестве предмета реализуется путем написания родителями заявления в образовательное учреждение, которое будет посещать их ребенок. Ну, на этом вопросе я останавливаться не буду. Наверное, Юрий Николаевич расскажет, как это все происходило, каково было мнение родителей в сельской местности там. Потому что были возмущения. Как это так? Ни по одному предмету мы не пишем заявление, а чувашский требуете, чтобы мы написали заявление с разрешением. Ну, скажу лишь одно, что вот 2 учебных года, если сравнить, 17-18 учебный год, когда в качестве родного языка своих детей чувашский выбрали 84% родителей школьников, то в 2018, в следующем, 2018-2019 учебном году чувашский язык выбрали почти 55% только. Ситуация налицо. За один учебный год изучающих предмет родной чувашский язык, входящий в обязательную часть учебного плана, стало меньше на 30% пунктов. Пора начать больше внимания уделять прагматическим функциям миноритарных языков. Ведь язык – это прежде всего средство общения и мышления. Надо еще напоминать, что чувашский язык – живой, развивающийся, современный язык с большим потенциалом. На нем можно общаться по разнообразным темам. Это язык современной культуры, это язык науки и образования, это язык, использующийся в современных технологиях. Он представлен в всемирной сети. И надо что-то делать, чтобы это было действительно так. В общем, потенциал для повышения или хотя бы удержания на сегодняшнем уровне мотивации молодого поколения к владению языком своего этноса, как мне кажется, есть как раз в развитии его прагматических функций. Но где найти ресурсы для расширения функциональных возможностей языка? Это вопрос. И что делать, чтобы общество поняло это? Готового рецепта, конечно же, нет. Но, несомненно, одно. Тут важны опыт и действия как отдельных людей, так и целых групп общественных организаций различного характера. В Хартии Ассамблеи народов России о гражданских правах народов Российской Федерации, принятой на своем втором съезде в июне 2000 года, указано, что ответственность и обязанность обеспечивать и защищать неотъемлемые права и фундаментальные свободы человека и народов лежат не только на государстве, но и на институтах гражданского общества. Так что же следует относить к этим институтам гражданского общества? Не будем углубляться в теоретические и методологические осмысления сущности понятия гражданского общества и его структуры, так как однозначного понимания в этом вопросе еще нет. Скажу лишь, что в качестве институтов гражданского общества в той или иной мере задействованных в процессе языковой ситуации в Чувашии я рассматриваю как организованные, так и неорганизованные сообщества работников культуры, науки, общественные объединения различного толка, национально-культурной автономии, землячества, фонды, творческие союзы, ассоциации учителей и так далее, семью, церковь, средства массовой информации и даже отдельных активистов.
Далее краткий обзор основных институтов. В некоторых случаях приведем примеры наиболее ярких или же наоборот наиболее типичных фактов. Тем более, что дальнейшая работа нашей конференции предполагает выслушать мнение большинства участников этого процесса. Извините. Прежде всего, это различные формы национально-культурных общественных организаций. Ну, их большинство знают. Федеральная национальная автономия Чувашии России, Межрегиональная общественная организация Чувашский национальный конгресс, Чувашская республиканская общественная организация Чувашский общественный культурный центр, Чувашское национальное культурное объединение в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах. По данным на официальном сайте Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики, их всего более 90. Землячество районов и так далее. Все они ведут работу по поддержке этнических элементов духовной культуры, в том числе и на повышение престижа чувашского языка. В подобных объединениях и в больших, и в малых основные усилия направлены на культурно-просветительскую деятельность, организацию музыкальных коллективов, исполнителей чаши фольклора, различных праздников, концертов, представлений, содействие подготовке и изданию книг краеведческого историко-культурного содержания. Но в деле сохранения и развития чувашского языка потенциал такой формы работы используется, мне кажется, не в полной мере. Есть и несколько иная сфера сообществ единомышленников, заинтересованных в сохранении и развитии чувашского языка, возникших в основном как молодежные объединения. Это Чувашская общественная организация «Хавал», объединение «Хастар» Приченко, Чувашское общество национально-культурного возрождения «Иреклях», объединение Чувашских народных Урал и другие. Хотя все они в конечном итоге преследуют одну цель, эти группы очень разные. Прежде всего, они отличаются методами деятельности. Лидер объединения «Хавал» Александр Блинов объясняет это примерно так. Если активисты в основном критикуют чиновников и власть за то, что они ничего не делают для развития родного языка, далее цитирую, то мы идем и делаем сами. Изменить в один день отношение к языку сложно. Наверное, «Хавал» – это школа, где люди заряжаются положительной языковой энергией и несут ее в массы. Конец цитаты. Часть таких объединений существует только в социальных сетях. Определенную роль в данном вопросе играют или играли в некоторое время назад общественное объединение «Сувар», Фонд поддержки чувашской национальной культуры «Сувар», Фонд историко-культурологических исследований имени Константина Иванова, Союз чувашских краеведов, Общественная организация Чувашская народная академия наук и искусств, Религиозная организация традиционной веры Чуваши Тура, Центральный совет чувашских старейшин. Стоит вспомнить о вкладе в сохранение чувашского языка творческих союзов писателей, журналистов, композиторов, артистов, чувашской эстрады, театральных деятелей. Но времени не так много перечислить всех их, тут, наверное, мне не хватит времени. Да, регламент, Арсена Петровна, да. Регламент, да? Хорошо. Так. Ну, я тогда пропущу то, что у нас в это православие, церковь свою лепту вводит. Хочу сказать, что чувашский язык один из немногих, на котором в нынешнее время ведут службы в храмах Русской Православной Церкви, и не только в Чувашии. Потом, ну, давайте тогда в конце. Таким образом, я попыталась очертить круг параметров и непосредственных акторов, оказывающих влияние на процессы сохранения и развития языка. Они имеют отношение к государственным структурам и к широкому обществу. Но одного государственного регулирования или энтузиазма отдельных людей недостаточно. Необходима консолидация. Стремление и энергия активистов нуждаются в поддержке. Надо стимулировать их конструктивных инициативных групп и отдельных активистов. Требуется финансовая, правовая и организационная поддержка соответствующих государственных структур. Для выполнения планов, заявленных в документах государства, надо и дальше привлекать общественность, в том числе и наиболее активных институтов. Хорошо бы применить еще для этих целей грантовую систему. Есть примеры интеграции. Я считаю, что это деятельность Межведомственной комиссии по чувашскому языку, организации проведения тотальных диктантов, в которых участвуют как наши министерства, так и общественные деятели. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Алевтина Петровна. Вы знаете, не всегда мы слышим вот такие доклады на пленарном заседании. Очень часто, к сожалению, они носят декларативный характер и рассказывают о том, как все прекрасно.
А нас как раз гораздо больше интересует формат живого обсуждения тех препятствий, которые мешают языку быть ценным активом и в учебной деятельности, и в профессиональной деятельности, и залогом социальной какой-то успешности. Поэтому я очень надеюсь, что в ходе дальнейшей нашей работы в формате заседаний секций и круглых столов мы сможем эти вопросы действительно обсудить и попробовать вместе выработать какие-то предложения по потенциальным путям решения этих проблем. Спасибо вам большое. Я передаю слово. Да, Юрий Николаевич. Штрафы большие. Иргун Булдыр Гизепле. Коллега, Сергей Дмитриевич, Анастасия, очень приятно. Спасибо большое. Как немцы говорят, орднунг есть орднунг, так и да? Порядок прежде всего. У нас регламент 12 часов, значит, мы должны были... Да. Не, сейчас потом я уже во второй части лучше обозначу, да. Значит, коллеги, действительно, когда мы говорим, тут собрались люди неравнодушные. Это очень хорошо. Но, к сожалению, нас не так много. Тем не менее, мы должны друг друга ценить, дорожить. И в основном мы, когда говорим о языках, о своем родном языке и о состоянии нашего родного языка, тональность, конечно, минорная, к сожалению, пока становится, но тем не менее, значит, надо сказать, что будучи я представителем редакционной коллегии федеральной редакционной коллегии по изданию антологии литературы народов России, это там мы, значит, были, ну, мы издали, итак, грубо так, пафосно. Это, да, агентство, да, издавал, значит, там у нас Нарышкин председателем является, антологию народов поэзии, народов России поэзии издали. Значит, потом детская литература, потом, значит, у нас проза была издана, антология прозы. Сейчас мы сдали, очень эффективно поработав у себя внутри нашего сообщества литературного, значит, материалы по включению наших произведений в области драматургии, пьесы, вот как раз туда. Надо признать, что мы, коллеги, очень неплохо и комфортно чувствуем в сравнении с другими этносами. Конечно, эталонной является работа правительства и сообщества гражданского татар. Тут мы все признаем, это по факту, так ведь, да? Башкиры неплохо работают, значит, якуты смело очень работают. Мы, конечно, на них равняемся, понятное дело, но мы тоже относительно неплохо чувствуем, но проблем много, об этом много будем говорить. Факторов, которые нам мешают реализовать наши планы, тоже много, достаточно их, даже на уровне нормативно-правовых актов, о чем я потом скажу, значит, на уровне федерации, мы их должны решать. Значит, я, конечно, озвучил, вот то, что я сейчас буду озвучивать во второй части пленарного заседания, буду озвучивать, и, значит, ну, я их озвучил, некоторые тезисы озвучивал в различных форумах. Ну, как там говорилось, значит, там Карфаген должен быть разрушен, там многократно говорилось, да, и я тоже буду говорить, значит, те проблемы, которые нам кажутся главными в части реализации федеральных законов в области образования. Значит, это не от того, что я скупой на ум, скажем так, да, а от моего большого желания, чтобы довести, вот наши представители, москвичи и плюс представители международных общественных организаций. Я думаю, что вы тоже можете стать нашими помощниками в части изменений тех норм, которые имеются, значит, в законодательных актах Российской Федерации в области образования. Поэтому так, у нас 20 минут на то, чтобы мы с вами могли перекусить, чай попить, кофе попить. Вот сейчас обозначу так. Скажите, пожалуйста, где что там? Отлично. Коллеги, единственная просьба не задерживаться, пожалуйста, Да. после кофе-брейка, чтобы мы минут. уложились в 20 регламент. минут. Спасибо. Кого-то заинтересовали чьи-то доклады, да? Идет прямая трансляция на сайте Национальной библиотеки на канале YouTube. Или можно просмотреть, что-то заинтересовало, может быть, подробнее послушать чей-то доклад. В любое время вы сможете.
К нам еще подключились и районы республики. В связи с ситуацией мы понимаем, что аудитория сегодня желающих была она намного больше, но мы ограничили. Поэтому пригласили только для просмотра на каналах YouTube.